Простите. Первый вице-премьер-министр. Какой молодой вообще, а? Да, красивый еще. Посол Да, очень приятно, России. да, очень приятно. Пресс-секретарь. Очень приятно. Парламента, прежде всего, хочу вас искренне поздравить с этой войны. Тысячи ленинградцев дом на Иссыкуле. Поверьте, что в Ленинграде, в Петербурге помнят о ране. Еще раз хочу вас искренне подтвердить, насколько важно развивать и парламентские свои. Мы это помним, и очень важно, чтобы молодое поколение, и многие из них и сегодня еще... Введенные послабления беспокоили наши соотечественники, ощутили введенные 1 января 2021 года на территории вашей страны, которые помогли нашим братьям с СНГ в этом территории еще раз. Прежде всего, от имени Кыргызской Республики и от имени членов кыргызской делегации приветствую всех и выражаю искреннюю признательность и благодарность Российскому союзу промышленников и предпринимателей за великолепную организацию сегодняшней встречи и обеспечение участия представителей российских деловых кругов на столь высоком уровне. Кыргызская республика придает важное значение поддержанию и углублению кыргызско-российского стратегического партнерства и союзничества, в особенности в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Ваше присутствие здесь сегодня для нас также весьма показательно и подчеркивает наличие взаимного интереса в продвижении совместных проектов в приоритетных отраслях экономики, среди которых энергетика, горно-рудная промышленность, сельское хозяйство, недропользование, промышленное производство и туризм. Кыргызская республика остается приверженной соблюдению преемственности и исполнения всех ранее достигнутых договоренностей и обязательств, в том числе в экономическом направлении и в рамках членства в региональных интеграционных объединениях. Как вам известно, вчера мы провели обстоятельные переговоры с уважаемым президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и обсудили широкий спектр актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. Уважаемые участники встречи, ввиду пандемии новой коронавирусной инфекции, связанными с ней ограничениями, прошедший год для всех нас стал испытанием и оказал отрицательное влияние на развитие экономик государств. Данные обстоятельства негативно повлияли на темпы роста взаимной торговли между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией, динамику деловых контактов и продвижение проектов в целом. С учетом стратегического характера кыргызско-российских взаимоотношений для нас как никогда важно придать новый импульс расширению торгово-экономического взаимодействия и производственно-инвестиционного сотрудничества. Мы четко понимаем необходимость практической реализации крупных инвестиционных проектов, которые, в свою очередь, будут способствовать развитию малого и среднего предпринимательства, а также диверсификации связей, созданию новых производственных мощностей, увеличению добавленных цепочек производственно-обслуживающего цикла. Кыргызская республика уделяет пристальное внимание созданию благоприятных условий для работы и защиты инвесторов. В данном контексте один из первых моих указов на посту президента Кыргызской республики был направлен на необходимость значительного улучшения инвестиционной среды, делового климата и свободного передвижения капиталов. Одним из основных моментов
указа является обеспечение безопасности инвестиционных объектов и имущества инвесторов, в рамках которого усилена соответствующая работа компетентных органов республики. На законодательном уровне будут приняты меры по упрощению процедур подготовки, рассмотрения и реализации инвестиционных проектов. Сразу же после проведения намеченных конституционных реформ в стране мы планируем осуществить некоторые преобразования экономического характера, предусматривающие, первое, особое внимание и благоприятные условия для добропорядочных инвесторов, имеющих международное признание и устойчивую репутацию. Второе, обеспечение максимального качественного доступа к проектам. Третье, значительные льготы для инвесторов, а также меры по обеспечению их прав и интересов. В данном ключе хочу заверить вас в том, что Кыргызстан готов к тесному контакту по всем обозначенным вопросам. Уважаемые участники встречи, мы выражаем высокую заинтересованность в сотрудничестве с ведущими российскими компаниями, являющимися мировыми лидерами в своих секторах, и их ведении бизнеса в Кыргызстане. Вопросы развития энергетики, промышленности и инфраструктуры, туризма и новых технологий сегодня как никогда являются актуальными сферами нашего совместного сотрудничества. Убежден, что в новых условиях будут реализованы крупные инфраструктурные проекты, продвинется сотрудничество в сфере цифровизации и новых технологий. Помимо этого, большой потенциал имеется в области легкой промышленности, в направлении открытия совместных экспортно ориентированных предприятий, швейно-текстильной отрасли, перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции, включая продвижение вопросов строительства на территории Кыргызской Республики торгово-логистических центров агропродукции для аккумулирования и дальнейших поставок на рынки стран ЕАЭС и зарубежья. В целом, потенциал возможного сотрудничества высок, сферы взаимодействия разносторонние. Как глава государства, выступающий за динамичное, стабильное и устойчивое развитие своей страны, призываю российские деловые круги рассматривать Кыргызскую республику как надежного делового партнера и приглашаю к активному сотрудничеству и совместной реализации крупных инвестиционных проектов. Уверен, что результаты проведенных переговоров, а также реализация достигнутых договоренностей уже в ближайшее время отразятся на показателях взаимной торговли и объемах поступлений российских инвестиций в экономику Кыргызской Республики. Добрый день. Визитом, зарубежным визитом после избрания президента посещаете. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы совместными проектами мы приветствуем. Братьям передавали мобильные лаборатории, тест-системы, возможность свободного перемещения между нашими странами, подключение наших уважаемых киргизских в энергетической горододобывающей. Искренне заинтересованы в том, чтобы в рынке. И мне кажется также, что участие нашим киргизским братьям передавали 15 такое простое, эффективное решение, которое позволяет нам миллионов долларов. Вместе с тем увеличилась торговля. Условия достойные для расширения своих. Россия – это наш ключевой партнер в области многосторонние отношения, на этих отношений. Подтверждаю, что Кыргызстан все аспекты долгосрочного сотрудничества. При поддержке России планируем уже политические и торгово-экономические связи. Сегодня встреча с президентом России Владимиром Владимировичем и далее укрепляет нашу евразийскую интеграцию культуры и истории, но современные политические. Пожалуйста. И прежде всего хотел бы поздравить вас от всей души, уважаемый Садыр Нургужевич, с назначением, с избранием на пост президента Киргизии. Пожелать вам всего самого доброго.
Важно также, что вы с первым визитом, зарубежным визитом после избрания президентом посещаете Российскую Федерацию. У вас состоялись накануне переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. И они еще раз подтвердили особый характер наших братских отношений. И, конечно же, мы искренне заинтересованы в том, чтобы вывести наше взаимодействие на новый высокий уровень, наполнить его хорошим содержанием, совместными проектами. Мы приветствуем ваш принципиальный подход к тому, чтобы развивать сотрудничество с Россией, главным союзником и стратегическим партнером Киргизии. Очень важно также, что вы особую роль отводите русскому языку, и для Киргизии он не только официальный, но и язык межнационального общения. По линии правительства приоритетное внимание мы уделяем, конечно же, совместной борьбе с коронавирусом. Мы помогали от всей души во время пандемии нашим киргизским братьям, передавали мобильные лаборатории, тест-системы, организовывали медицинские миссии российских врачей, эпидемиологов, оказывали гуманитарную помощь. Все это помогло остановить распространение инфекции, спасти сотни жизней людей. И с учетом нынешней санитарной эпидемиологической обстановки мы приняли решение о восстановлении воздушного сообщения. Частота на сегодняшний день авиарейсов между Москвой и Бишкеком увеличилась до 3 раз в неделю на взаимной основе. Здесь мы приветствуем также подключение наших уважаемых киргизских партнеров к разработанному ЯБР, цифровому приложению «Путешествуй без COVID-19». Такое простое, эффективное решение, которое позволяет нам, собственно говоря, под контролем держать все вопросы, связанные с инфекцией, и давать нашим гражданам возможность свободного перемещения между нашими странами. Россия остается одним из ведущих внешнеторговых партнеров Киргизии. Увеличилась торговля сельхозпродукцией на 10%, что радует. Рассчитываем, что общими усилиями мы восстановим динамику торгово-экономических наших отношений. Позвольте приветствовать вас. Признателен за представленную возможность встретиться с вами. Мой первый зарубежный визит в Российскую Федерацию в качестве президента Кыргызстана показывает высокий уровень двусторонних отношений Кыргызстана и России. Вчера состоялась встреча с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, где нам удалось обсудить актуальные вопросы нашего взаимодействия. Мы договорились продолжать укрепление нашего стратегического партнерства и союзнических отношений. Подтверждаю, что Кыргызстан продолжит соблюдать все ранее достигнутые с Россией договоренности. Россия – это наш ключевой партнер по вопросам международной политики, безопасности, торгово-экономического и культурного развития. Мы продолжим и далее углублять нашу евразийскую интеграцию в рамках Евразес, СНГ, ОДКБ и ШОС. Надеюсь, что нам удастся вывести двусторонние и многосторонние отношения на более качественный уровень, на новый уровень сотрудничества. Кыргызстан и Россию связывает не только общественная культура и истории, но современные политические и торгово-экономические связи. Сегодня мы стремимся к раскрытию в полном объеме всего имеющегося потенциала между нашими странами. Кыргызско-российские отношения на протяжении всей современной истории существования, безусловно, имеют большие перспективы углубления и всестороннего развития по всем направлениям взаимодействия. Следует подчеркнуть то, что взаимовыгодные и доверительное союзничество и стратегическое партнерство ни одна из сторон никогда не подвергала сомнению. С момента обретения независимости Кыргызстаном Россия всегда оставалась главным партнером и ключевым союзником. Мы намерены и далее углублять нашу евразийскую интеграцию и поступательно развивать тесные партнерские связи в рамках таких международных организаций, как Евразес, СНГ, ОДКБ и ШОС. Сегодня парламентарии наших стран проводят эффективный диалог на площадках межпарламентских ассамблей СНГ и ОДКБ.
Высокую эффективность также показывает заседание двусторонней комиссии по сотрудничеству между Джордж Кенешем Кыргызской Республики и Федеральным собранием Российской Федерации. Уважаемый господин президент, я рада приветствовать вас в Совете Федерации, в Верхней Палате Российского парламента. Прежде всего хочу вас искренне поздравить, пользуясь такой возможностью, еще раз поздравить с избранием президентом Киргизской Республики и, конечно же, пожелать вам больших успехов в вашей деятельности. Мы все отметили, что первый свой зарубежный официальный визит вы осуществляете в Российскую Федерацию. Это, конечно же, еще одно бесспорное подтверждение стремления развивать и углублять наши отношения, высокого уровня сложившихся отношений. И не лишне будет напомнить, что между Россией и Киргизией сложились отношения союзничества, стратегического партнерства. И уверена, что ваш визит, он придаст новый такой мощный стимул, новый импульс для развития всего комплекса российско-киргизских отношений. Наши народы связывают общая история, мы братские народы. Как сенатор от Санкт-Петербурга не могу не вспомнить о том, что в годы Великой Отечественной войны тысячи ленинградцев, блокадников были эвакуированы в Киргизию, в том числе и дети, которые обрели новый дом на Иссык-Куле. Поверьте, что в Ленинграде, Петербурге помнят о душевности киргизского народа, о том, как вы принимали ленинградцев. И многие из них и сегодня еще проживают, их дети, их внуки, которые остались жить в вашей замечательной стране. И мы это помним, и очень важно, чтобы молодое поколение помнило нашу общую историю, нашу общую борьбу в годы Второй мировой войны, Великой Отечественной войны по защите нашей общей страны. И хотела поблагодарить вас, пользуясь случаем, также, уважаемый господин президент, за ваше внимание к развитию межпарламентского измерения наших отношений. Вы прошли школу парламента, вы знаете, насколько важно развивать и парламентские связи между государствами, и они очень намного позитивно влияют в укреплении дружбы, взаимопонимания между нашими странами. Действительно, наши отношения развиваются многопланово, поступательно. Мы строим их на основе взаимной выгоды, доверия, на основе дружбы, которая сложилась между нашими государствами, нашими народами. Это очень важно. Сегодня Киргизия переживает такой непростой период реформирования государственного устройства, подготовка новой конституции. Это очень важно. Мы надеемся, что это консолидирует общество, консолидирует политические силы. И хочу искренне пожелать вам в этом больших успехов.